Республика начала 90-х. Пожалуй, именно тогда Коми была на этаком демографическом пике. Население немногим больше миллиона против сегодняшних 800 тысяч. С тех пор, конечно, многое изменилось. Люди, наука, техника, приоритеты, в конце концов. Один из ключевых для всей страны и для нас в частности – развитие Арктики, которое в будущем ни много ни мало один из главных форпостов страны. Вы сами видите, какие процессы происходят. Население севера уменьшается, а ведь это не просто люди, которые здесь живут, это тот потенциал, на котором, собственно, держится само освоение и развитие севера и Арктики. А Арктика сейчас это один из главных векторов развития в нашей стране. И без решения демографической проблемы развивать не просто сложно будет Арктику, а невозможно. Миграция – вопрос номер один для сельских территорий всей России. Об этом говорят и эксперты съезда. География участников обширная от Дальнего Востока до ближнего зарубежья. Что же до нашего региона, то проблема тоже актуальна. Самое интересное, меньше всего покидают родные территории жители Сыктывкара и Сыктывдинского района. Если взять последние 20-30 лет, то интенсивность оттока населения снизилась. Если в 90-е годы в год примерно уезжало от 10 до 20 тысяч, сегодня уезжает 7-8 тысяч. Почему? Это не то, что стали меньше уезжать, просто уже уезжать некому стало. То есть кто мог, выехал, кто не смог выехать, пенсионеры и люди старших возрастов, они остались жить здесь, например. Но отток будет продолжаться, не в таких масштабах, но примерно там 5-6 тысяч в год всегда будут уезжать. Это лица, которые будут выходить на пенсию, молодежь, которая здесь не видит свою перспективу, естественно, уедет. Отток населения продолжается, а вместе с ним с каждым годом становится актуальнее изучение демографических процессов, говорят ученые. Причем мало эту самую миграцию остановить, важно понять, почему раньше население прирастало, а теперь наоборот. Во многом, говорят эксперты, на этот процесс повлияла урбанизация. Людям нужны комфорт и инфраструктура. То, без чего современный мегаполис едва ли можно представить. Население урбанизируется, образ жизни, конечно, концентрируется вокруг не просто уже мегаполисов, а, как сейчас говорят, да, городских агломераций крупных. Плохо это или хорошо, это как бы тема отдельного очень большого серьезного разговора, но это факт, пока мы видим вот такие тенденции. Конечно, вот эта тотальная урбанизация, она приводит к потерям, потому что мир сельской жизни, он уникален по-своему. Сельская жизнь является фундаментом каких-то традиционных ценностей, культурных установок. Этот мир мы теряем. Сейчас ученые как раз заняты изучением того, как остановить отток населения, прежде всего с северных территорий. Естественно, самая большая надежда на государственную программу по развитию Арктики. В документе непременно нужно предусмотреть весомые преференции для тех, кто готов жить и работать в условиях Крайнего Севера и приравненных к нему территориях. Александра Головина, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.